Все лучшее детям, а самое лучшее – хорошее воспитание. С этим девизом Роза Алиевна идет по жизни уже много лет. Заведующая детским садом номер 54 под названием «Седа» – это для нее давно уже не работа, а образ жизни. Даже самые тяжелые для республики годы она была здесь, в этом садике. Когда во время войны мы писали статьи в журналах о том, что мы мечтаем иметь в республике вот такие-то сады, и чтобы у нас в городе были парки, и чтобы у нас были большие дома. Но это казалось какой-то сон, сказка, что мы этого никогда не увидим. И когда мы к этому пришли, вот поражает просто то, что наше руководство во главе с Рамзаном Ахматовичем такую колоссальную работу провели по расширению сети дошкольного образования, и это могу увидеть я. Роза – один из авторов учебно-методического пособия «Чеченский орнамент в детском саду». Сегодня по этой программе занимаются все дошкольные учреждения республики. Главная цель этой работы – познакомить детей с чеченской культурой. Только после этого им стоит показывать культуру других народов, уверена Роза Юсупова. Идея издать такую работу пришла к ней совместно с Ией Васильевной Николаенко еще в 90-е. Началось все с серых, невзрачных одеял. Украсив их чеченским орнаментом и увидев, что это возымело успех среди детей, над программой начали усердную работу. И сразу у ребенка переходит на то, что он вспоминает, что у него дома. И тепло у него на сердце. И он любит то, что он видит, любит свой дом. А значит, он будет любить и все, что его окружает. Ребята наши потихонечку начали изучать наш чеченский орнамент через аппликацию. А потом мы начали уже проводить занятия по истории и культуре нашего народа. Роза Алиевна признается, что помимо чеченцев старалась брать на работу еще и людей других национальностей. Она уверена, что это взаимообогащает и помогает в работе. Коллеги же, в свою очередь, не могут представить детский сад «Седа» без своей заведующей. Батишка, как у тебя дела? Нормально? Хорошо. Это ты что сделала? За гусеницу? Не болит? Не болит. Не болит. Говорю, все, девочка. Говорить о Розе Алиевне можно очень много. Если я вам целый день буду говорить, и вы знаете, я просто не устану. И даже вот мне кажется, что я работаю из-за нее. Выполняю, перевыполняю. Она какой человек? Если любому, не только мне, нашему работнику, что-то нужно, что-то плохо, заболел или еще что-то, она всегда поможет. Ну, она, вы знаете, что некоторые помоложе называют ее «мама идет». Так ее называют. А мы вообще, вот, и когда если ее нет на работе, вот бывает, ее вызвали туда и так, у нас, считайте, что это рабочий день какой-то совсем уже не такой. Роза Алиевна самый хороший, самый душевный, как человек, руководитель. И как руководителя... Молодец, молодец. Хорошо. Молодец. И как руководитель, конечно, она бессменно работает много лет в нашем саду. Она знает каждого, что у кого дома. Вот. Она знает каждого ребенка. Они, которые подходят, смотрят тебе в глаза и рады тебе, и верят в то, что у них день пройдет вместе с нами хорошо, они верят в это, они уверены в нас. И то, что они в наших руках весь день, и что мы можем повлиять на их психологическое состояние, на их физическое здоровье, вообще на их жизнь. Помимо всего прочего, Роза – чеченская женщина, а быть истинной чеченкой нелегко. Это женщина, которая должна вырастить хороших детей, хороших специалистов. Это человек, которая должна нести гордо это имя и быть первым человеком в республике, потому что чеченка – это мать, в первую очередь, от которой зависит все, от которой зависит будущее нашей республики, будущее нашего поколения. Как ты его воспитаешь? Я пыталась всегда, хотела быть настоящей чеченкой, но не знаю, удалось мне это или нет.
Каждый день видеть ясные глаза, искренние улыбки и слышать лучезарный смех. В этом и есть счастье, уверена наша героиня. Нам же остается пожелать ей еще долгих и долгих лет плодотворной работы.